Здравствуйте, в эфире программа «Экономика» и мы в студии Мадина Албгачиева. И вот что вы узнаете сегодня. Пособие по безработице. Кому положено, сколько составляет и как оформить. Самая низкая стоимость в стране. В Ингушетии продается самый дешевый бензин в России. Функции управления Федеральной антимонопольной службы. Поговорим с руководителем ведомства в студии. Новости экономики. Узнаете о главных экономических событиях недели. В жизни любого человека может возникнуть ситуация, связанная с потерей работы и невозможностью быстро найти новое рабочее место. Если это случилось, государство оказывает помощь, выплачивая пособие по безработице. Но для того, чтобы его получить, необходимо знать, сколько платят на бирже труда, порядок и условия выплаты, выполнить требования, предъявляемые к потерявшему работу. По данным Северокавказстата, численность безработных в Ингушетии составляет 66,5 тысяч человек. Уровень общей безработицы составляет 26,5%. Это огромные цифры. В регионе постоянно ведется работа по снижению этих показателей. На время отсутствия заработка государство предоставляет каждому безработному ежемесячную компенсацию – пособие по безработице. В соответствии с законом о занятости человек имеет право встать на учет по безработице для того, чтобы найти работу. Человек приходит, подает свой пакет документов. Что включает в себя пакет документов на сегодняшний день? Значит, это паспорт, удостоверяющий личность, документ об образовании. Если есть трудовая книжка, то есть какая-то трудовая деятельность у него была до обращения в Центр занятости, значит, трудовая книжка, соответственно, СНИЛС и НЛ. Выплата пособия по безработице регулируется федеральным законом России о занятости населения в Российской Федерации. Минимальная и максимальная величина пособия по безработице устанавливается ежегодно правительством России. Последний раз повышение пособия по безработице произошло в 2009 году. И вот спустя 10 лет его все-таки было решено поднять почти в 2 раза. На сегодняшний день пособие по безработице составляет 1500 для того, кто не работал более года, и до 8 тысяч в зависимости от заработной платы. Минимальная, значит, как я сказала, 1500, максимальная 8 тысяч. Прекратить, приостановить выплату, уменьшить размер пособия по безработице может орган службы занятости, который обязан вас об этом уведомить. Итак, прекратить выплату могут в случае, если вас признали занятым, вы проходите профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению органа службы занятости, и вам выплачивают в связи с этим стипендию. Вы в течение долгого времени не приходили в орган службы занятости без уважительной причины. Вы переехали в другую местность. Вы попытались получить, либо получили пособие по безработице при помощи обмана. Судом вам вынесено наказание в виде лишения свободы или вам назначили пенсию. Человек, приходя в Центр занятости, он идет искать работу. Значит, он должен вести контакт с Центром занятости. Соответственно, он должен приходить, есть такое понятие, как перерегистрации. То есть он приходит ежемесячно, делает свою регистрацию, смотрит новую базу вакансий. База вакансий обновляется ежемесячно. Если для него нет ничего подходящего, он расписывается о том, что получил услугу по вакансиям, и ему дальше делается начисление. В случае, если он не подошел, не прошел эту регистрацию, идет приостановка. Это приостановка означает, а при вторичном непоявлении в Центре занятости, то есть человек теряет контакт с Центром занятости, и, соответственно, его снимают с учета. Пособие по безработице не выплачивается в период отпуска по беременности и родам, выезда из места вашего постоянного проживания для обучения в вечерних и заочных учреждениях профессионального образования, призывы на военные сборы, привлечение вас к мероприятиям по подготовке к военной службе с исполнением государственных обязанностей. Все эти периоды не засчитываются в общий срок выплаты пособия по безработице и таким образом продлевают его. Размер выплачиваемого пособия по безработице может быть сокращен на 25% на срок до 1 месяца, если вы не явились без уважительных причин на переговоры о вашем трудоустройстве с работодателем в течение 3 дней со дня направления органов службы занятости или отказались от явки в орган службы занятости для получения направления на работу, учебу без уважительных причин. Расходы на топливо – одна из основных статей затрат для водителей. Многие из них пытаются сэкономить и даже готовы специально искать АЗС с дешевым бензином. В этом плане жителям Ингушетии повезло. По сравнению с другими регионами стоимость топлива здесь гораздо ниже. С чем это связано, узнаете из следующего сюжета. За дешевым бензином в Ингушетию, по данным Управления Федеральной антимонопольной службы по региону, в нашей республике продается самое доступное по цене топливо. Итак, литр бензина марки АИ-100 можно приобрести за 48 рублей 80 копеек. Цена на АИ
АИ-92 составляет 41 рубль 45 копеек, на АИ-95 – 43 рубля 45 копеек за литр. В других регионах Северного Кавказа цена хоть и незначительно, но выше. К примеру, в Дагестане 92-й бензин вы не купите дешевле 43,5 рублей, а 95-й дешевле 46. В Ставрополе цена еще выше. Тут за литр АИ-92 придется раскошелиться на 43 рубля 62 копейки. За литр 95-го бензина придется отдать 47,5 рублей. На сегодняшний день у нас в республике недобросовестности именно в бензине, там надбавок на бензин мы не обнаружили. Более того, у нас самая низкая наценка и самая низкая цена в Российской Федерации на сегодняшний день. Как в Винках, да, это вертикально интегрированные нефтяные компании, это большие компании, у которых и добыча своя, переработка и сеть АЗС, так и частные компании, которые буквально недавно открылись. Вот, по нашей информации, у нас есть АЗС, где 95-й бензин буквально за 39 рублей там, с копейками продается. Вот, я извиняюсь, 92-й бензин продается, да. Поэтому, в принципе, с ценами в республике именно на бензин у нас сегодня благоприятная ситуация. Федеральная антимонопольная служба проводит постоянный мониторинг цен на нефтепродукты и держит ситуацию на контроле. На рост цен влияет ряд факторов: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике нашей страны. Именно наш ЖД, получается, узел, он идет через весь Северный Кавказ, Краснодарский край, Ставропольский край и так далее. И Республика Ингушетия, по сути, является тупиковой, и последним является наш субъект. Исходя даже из этого, у нас логистическая нагрузка значительно выше на литр бензина, на цену на литр бензина. Поэтому у нас цена на бензин должна была быть, по сути, выше, чем у наших соседей, через которые, в принципе, приходит этот товар к нам. Вот, поэтому, если кто выезжал из республики, он, в принципе, как направо и налево, и прямо, если поехать на любую сторону, если поехать от нашей республики, цены на топливо значительно выше. От 1 рубля буквально до 4-5 рублей разнятся цены. Поэтому хотел бы даже сказать спасибо нашим продавцам топлива за то, что они держат на низком уровне цены на топливо в нашем субъекте. По результатам проводимых проверок и в случае выявления наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает меры антимонопольного реагирования. Так, в период с 2008 по 2016 годы было рассмотрено более 460 дел на региональных рынках нефтепродуктов. Также было рассмотрено 3 волны дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства на оптовом рынке нефтепродуктов в отношении крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний ПАО НК «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». С ценами на бензин в регионе у нас, как видим, порядок. Антимонопольная служба тщательно за этим следит. А что еще входит в функции ведомства? Об этом поговорим в студии. Друзья, продолжается наша программа, и в студии у нас прямо сейчас гость. Это Батыр Тачиев, руководитель Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы. Здравствуйте, рада видеть вас сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Батыр, и вот хотелось бы с вами поговорить о том, какие чаще всего обращения от граждан поступают в Ингушское УФАС. Граждане у нас традиционно, честно говоря, любят больше жаловаться устно, позвонив по телефону, либо в соцсетях, оставив свой комментарий, не оставляя при этом своих контактных данных, как того требует закон об обращении граждан. Но если в целом брать, то больше всего на коммунальные услуги, на поставку коммунальных услуг. Также очень часто по телефону, если брать анонимные, сказать, жалобы, да, то очень часто жалуются еще на органы власти. Это незаконное выделение земельных участков, незаконная передача в аренду имущества государственного, муниципальное, вот такого плана. А если брать госзаказ, там, в принципе, те же наши граждане тоже уже в статусе хозяйствующих субъектов. Это ИП, ООО и участники торгов. Батыр, вот как я поняла, значит, вот эти устные сообщения, они не рассматриваются или они принимаются к сведению? То есть вы осуществляете проверки по этим обращениям? Мы, конечно, это принимаем к сведению и начинаем проверку. Но эта проверка, она зачастую носит информационный характер. То есть если мы выявили нарушение, естественно, мы если выявляем, мы дальше идем. Но часто бывает, если мы привлекаем по такой информации к ответственности, это вот тоже орган власти, то в суде встает вопрос, а чьи интересы вы защищали, кто пострадавшее лицо. Пострадавшего лица нет, это аноним, то есть и так далее. Часто ведь бывают анонимы, если это чисто наше законодательство, допустим, брать недобросовестной конкуренции, очень часто бывает, что конкуренты друг на друга пишут, чтобы потопить своего конкурента и, соответственно, занять его нишу на рынке.
Поэтому жалобы бывают разного плана. То есть они и добросовестные жалобы, и недобросовестные. Вот если видно, что недобросовестная жалоба, конечно, мы этой жалобе не уделяем никакого внимания. Если, я еще раз повторюсь, если там отсутствует вообще реквизиты, информация от того лица, который нам направил эту жалобу. Вот. Если же в жалобе своей указать конкретно фамилию, имя, как того требует закон, обратно адрес, контактные данные, то тут мы уже в течение 30 дней уже должны рассмотреть все это и дать ему ответ заявителю. Либо продлить это еще на 2 месяца, можем продлить, так как это антимонопольное нарушение, они очень сложные, они сложные экономические нарушения, которые наравне с налоговым законодательством считаются сложно расследуемыми. Вот. Но это, в принципе, расследуется, все это есть, уже инструменты тоже есть. Вот. И нарушений у нас очень много выявляется ежегодно, к сожалению, к нашему сожалению. У нас идет тенденция по нарастанию, все больше и больше нарушений выявляется. Нередко жители нашего региона жалуются на органы госвласти. Так вот, самые эти органы госвласти, они сами часто нарушают антимонопольное законодательство. Вот эти жалобы в их отношении, они обоснованы? Они в основном обоснованы, но, опять же, так сказать, и больше всего этих нарушений со стороны органов власти мы сами выявляем при проведении плановых и внеплановых проверок. К сожалению, те органы власти, как мы, как наши коллеги, которые должны защищать интересы граждан, защищать интересы конкуренции, развития, а конкуренция – это и есть лучший продукт, идеальный продукт, это и есть развитие экономики нашей республики и страны в целом. Вот, люди, которые должны стоять на страже всего этого, они и бывают первоисточниками нарушений, к сожалению. Но для них у нас есть очень такой серьезный инструмент, как КоАП, как институт дисквалификации. 2 таких лица мы уже отправляли на дисквалификацию. Один в ранге министра был, другой в ранге главного врача, и так далее. Вот. И будем это продолжать, этот институт использовать. Если, допустим, в этом году только чиновников нами оштрафовано на сумму более 5 миллионов рублей. Это они лично должны выплачивать, то есть они не на организации, которые они возглавляют. Это их карманы, это их зарплата. Батыр, вы уже вот в этой должности почти 4 года. Расскажите, самый крупный штраф, который накладывался за это время в вашей организации, какой? Если брать один штраф, то он был в размере около 29 миллионов рублей. На субъект, естественно, монополии штраф был наложен. Вот. А так у нас, в принципе, все штрафы очень крупные. Допустим, в этом году специалист наш, очень хрупкая, простая девушка, специалист Ингушского УФАС, необходимо отметить, что если мы уже, просто ваш вопрос, он дальше идет на разъяснение, тянет разъяснение за собой. Конечно. Поэтому борьба с картелями – это основное наше направление. И картели уже можно выявлять у нас, сидя, допустим, в Ингушетии, те картели, которые происходят, допустим, в Хабаровске, Калининграде, в Москве, мы можем отсюда, со своего кабинета, все это расследовать. Что и сделал наш специалист. Она расследовала картели, выявила картельный сговор при проведении процедуры торгов на закупку медикаментов, более 500 закупок объединялось. Вот. Это дело у нас забрал центральный аппарат, так как массовость, почти вся страна была охвачена картельным сговором этих субъектов, и на днях эти субъекты были оштрафованы на 238 миллионов рублей. То есть это к тому, что это наше дело совместно с центральным аппаратом. Тогда, если, в принципе, брать такую сумму, тогда самая большая сумма наша – это вот 238 миллионов рублей. Ну, это очень такие большие суммы, и те, то есть лица оштрафованные, то есть у них есть возможность выплачивать? Картели – это сговор. Производителей, продавцов и так далее. Это хозяйственный субъект, который работает на одном рынке в основном. Есть еще горизонтальный, вертикальный картель, они различаются. Но этот картельный сговор наносит очень большой вред. И по разным оценкам, вот, допустим, если брать оценки ФАС России, картельный сговор наносит ущерб экономике в размере 2% ВВП. Это колоссальная сумма. То есть это, допустим, это может быть рост экономики страны за 1 год. Это все останавливает. Поэтому если бы сегодня не было бы картельных сговоров, у нас по разным оценкам цены на товары, продукты и услуги были бы дешевле, но в разы. А то, может быть, и до 90% доходили бы. Поэтому это очень опасное преступление. И в связи с этим и штрафные санкции очень высокие. И
то, что если эти привлеченные лица оплатят этот штраф, это не означает, что они еще уйдут от уголовной ответственности. Вот Мы как. дальше уже дальше включается Уголовный кодекс, это 178 статья. Это дальше включается также и дисквалификация и так далее. То есть это лицо просто так не уходит от ответственности. Батыр, а вот с какими сложностями вы сталкиваетесь при осуществлении своей работы? Сложности, возможно, технического характера было бы лучше, если бы мы имели бы более современный цифровой инструмент, как зарубежные страны. Допустим, если брать Австрию, там очень давно ушли вперед, и там, допустим, тот же цифровой пакет антимонопольного законодательства давно принят, они уже работают с ним. Те же сговоры сегодня происходят не между людьми. Человек пишет программу, запускает ее в сеть, эта программа начинает искать двух хозяйственных субъектов, готовых сговориться между собой и разделить рынок. И дальше эта программа распределяет их роли, кто будет победителем, кто какую сумму отдаст другому, и получит та же программа. За программой стоит счет этого человека где-нибудь там в какой-то третьей стороне мира. Вот этот человек спокойно сидит у себя дома, чай пьет, а в это время его программа на него работает, роботы, так называемые аукционные. Поэтому мы должны идти вперед, мы должны эти вызовы предугадывать и решать эти вопросы наперед. Вот такого плана только есть трудности. Ну и трудности, может быть, это небольшая штатная численность нашего управления, на всего 11 человек на всю республику, а контрольно-надзорных сфер деятельности у нас более 17, поэтому... А в завершении нашей беседы хотелось бы еще узнать, Батыр, какие приоритеты в этом и следующем году ставит перед управлением нашим, да, Федеральная антимонопольная служба? Ну, приоритетной задачей деятельности территориальных органов Федеральной антимонопольной службы у нас является национальный план развития конкуренции, который непосредственно сейчас перекликается с национальными проектами. Если рассказать про национальный план развития конкуренции, зачем он и почему, в связи с чем он вообще родился. В основном, да, все субъекты нашей страны, да и профильное министерство, можно сказать, они до конца не перешли на конкурентную экономику, на рыночную экономику, которая вполне абсолютно нормальна и которая должна быть. Да? Рыночная экономика, кстати, у нас и в соответствии с исламом является идеальной формой. Ну, да. Да. И, допустим, очень много у нас государственного муниципального имущества находится в собственности государства. А это имущество должно было работать на предприятие, это имущество должно работать на благосостояние граждан. Ведь уже давно известное тоже южнокорейское чудо, оно состояло из того, что государство все свое имущество скинуло на хозяйствующие субъекты эту инфраструктуру взяли, и конкуренция между ними уже породила лучший продукт. И сегодня мы видим, какой экономический рывок Южная Корея совершила. Ну, конечно. Поэтому мы, видя все это, Федеральная антимонопольная служба России разработала законопроект, в соответствии с которым органам власти необходимо начать поэтапно передавать тот багаж государственного муниципального имущества, та инфраструктура, которая накоплена, в частные руки, чтобы уже в частных руках рождалась конкуренция. Ведь у нас есть еще поговорка, да, цивил хаждаха сагил хавац. Это значит, что каждый человек будет стараться, если это его собственность, это его деньги, он будет минимизировать расходы и улучшать свою продукцию для того, чтобы ее продать. А так, если это будет государственная компания какая-то, директор просто будет сидеть, он получает зарплату и получает. Ну что ж, Батыр, спасибо вам за интересную беседу. Успехов в вашей работе. Ждем вас снова на интервью. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Батыр Тачиев, руководитель Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы. Пришло время новостей. Я вам расскажу о главных экономических событиях минувшей недели. По итогам года реальные располагаемые доходы населения России могут вырасти на 0,2–0,3%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее президент России призвал правительство добиться реальных доходов россиян. Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем не в минус, а в плюс. Но плюс очень незначительный, может быть 0,2–0,3%, сказал он во время интервью 20 федеральным телеканалам. Напомним, по данным Росстата, в октябре 2019 года впервые после пятилетнего снижения реальные располагаемые доходы россиян выросли. В третьем квартале 2019 года они выросли на 3% в годовом выражении.
Другим темам. В Пенсионном фонде России сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,5%. В ведомстве отметили, что при этом средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16 400 рублей. В Пенсионном фонде добавили, что у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих 2 пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысяч рублей и 39 900 рублей соответственно, пишет газета «Ру». В ведомстве подчеркнули, что таким образом с начала нового года индексация пройдет с опережением инфляции. Кроме того, в феврале почти на 4% проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку. 1 ноября Минтруд России предложил отказаться от обязательных требований по предоставлению различных документов для назначения и выплаты пенсии, если содержащиеся в них сведения имеются в распоряжении Пенсионного фонда России. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей. Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей. По оценкам Минтруда, повышение затронет порядка 3 миллионов человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2550 рублей в Чукотском автономном округе. Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документов в 2020 году составят почти 21 миллиард рублей, из которых почти 6 миллиардов будет выделено из федерального бюджета. Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального. Российский союз автостраховщиков опроверг сообщение о том, что он спрогнозировал повышение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в результате принятия нового закона. Таких оценок РСА не давал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуальным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения, говорится в сообщении Союза, поступившем в РБК. Ранее газета «Известия» со ссылкой на РСА сообщила о возможном увеличении тарифов ОСАГО на треть в случае принятия внесенного в Госдуму законопроекта об ОСАГО. При этом наибольшее увеличение базового тарифа придется на регионы-миллионники, в том числе на Москву. В Союзе отметили, что за январь-ноябрь 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 76 из 85 регионов России, в которых проживают свыше 95% владельцев личных автомобилей. При этом в 14 регионах средняя цена полиса снизилась более чем на 8%. В Магаданской области сразу на 40%, еще в 12 регионах более чем на 6%, а в 21 более чем на 4%. Причиной падения цен в Союзе автостраховщиков назвали конкуренцию между страховыми компаниями, возросшую в результате реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. В то же время средняя выплата страховщиков по полисам ОСАГО выросла на 3% с 66 тысяч до 68 тысяч рублей. И в Российском союзе автостраховщиков также спрогнозировали и дальнейшее увеличение выплат в связи с вступлением в силу с 1 декабря актуализированных справочников средней стоимости запчастей, в результате чего стоимость средней корзины деталей выросла почти на 10%. В Госдуме отказались вводить повышенный налог для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год. Законопроект отклонили уже более 10 раз. В «Единой России» объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что народ очень негативно отнесется к повышению налоговой нагрузки, процитировал телеведущий Юрий Пронько позицию партии. Депутат Госдумы, автор инициативы Олег Нилов пояснил, что прекратил считать попытки продвинуть свою идею после того, как ее отклонили в 10-й раз. По его мнению, правящая партия не хочет сдавать тех, кто зарабатывает более 2 миллионов рублей в месяц. Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения предполагает поднять на 5% НДФЛ, чей годовой заработок превышает 24 миллиона рублей, чтобы снизить уровень социального неравенства в стране. В России отраслями самыми быстро растущими зарплатами в 2019 году стали IT и розничная торговля. Об этом сообщает
«Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы HeadHunter. Специалисты в сфере информационных технологий получают в среднем по стране выше 91 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом заработок в этой отрасли увеличился на 6,5%. Такой же темп роста зарплат зафиксирован и в розничной торговле. Однако торговцы этой сферы все еще остаются одними из низкооплачиваемых работников. Средняя зарплата в отрасли составляет 59 тысяч рублей. Медленнее других в уходящем году увеличивались заработки в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве по 1%. При этом, с точки зрения абсолютных показателей, медицина занимает второе место в заработном рейтинге. Специалисты в этой отрасли получают в среднем по стране 80 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке оказались строители, получающие в среднем 74 тысячи рублей в месяц. Самые низкие зарплаты в 2019 году зафиксированы у сотрудников гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга. В среднем по 46,5 тысяч рублей. Эксперты проанализировали данные о предполагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях. В июне Росстат оценил отрасли, в которых наиболее высокая зарплата. Самыми высокооплачиваемыми в ведомстве назвали специалистов в нефти- и газодобывающих компаниях, которых в среднем получают 130 тысяч рублей в месяц. Ну что ж, друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Следующий выпуск увидите через неделю.